Мои пациенты приходили и говорили, что доктор, вы зря спасли мне жизнь, потому что я теперь чувствую себя абсолютно ненужным. Я не нужен ни на работе, я не нужен ни своей семье, ни своим детям. Я не могу элементарные вещи по самообслуживанию. И я не знаю, как мне жить дальше. И я чувствовала, что мне не хватает. Мне не хватает знаний и навыков, с помощью которых я могу людям помогать дальше. Трудные жизненные ситуации, проблемы, которыми приходится сталкиваться, они иногда бывают настолько шокирующими, настолько тяжелыми, что выйти из этого замкнутого круга даже самому социальному работнику бывает очень трудно. Мы знаем, что социальная работа, социальные услуги, они могут быть результативными, когда есть профессионализм социальной работы. То есть уровень профессионализма всегда обеспечивает уровень качества. Всем привет! Вы слушаете подкаст «На защите детей». Сегодня мы поговорим о том, как обучают будущих социальных работников в Таджикистане и какие изменения необходимы в этой сфере. Меня зовут Искандар Мирзганиев. У нас в гостях специалисты с многолетним опытом в сфере социальной работы Мунаварова Умеда и доктор Субхон Ашуров, директор Национальной ассоциации школ социальной работы. Еще раз здравствуйте, Умеда. Здравствуйте, Аки Субхон. Самый главный вопрос. Что побудило вас выбрать сферу социальной работы? Спасибо большое за вопрос, Искандар. На самом деле это очень удивительная история, может показаться, потому что я по своему первому образованию являюсь врачом. Я работала в Таджикском государственном медицинском университете преподавателем и работала хирургом в городской клинической больнице номер 3 города Душанбе. И очень много работала с пациентами, у которых имеются хирургические осложнения сахарного диабета. Для того, чтобы помочь своим пациентам выжить, мне приходилось делать инвалидизирующие операции, например, удаление пальцев, ампутации пальцев, ампутации стоп. Иногда это завершалось ампутацией всей конечности для того, чтобы спасти человеку жизнь. После чего, конечно же, человек становился уже инвалидом. Но в то время, это были 2000-е годы, я, как выпускник Таджикского государственного медицинского университета, не знала ничего об инвалидности. Как работать с людьми с инвалидностью, как помочь им в реабилитации, как помочь им наладить свою жизнь после операции. Я ничего не знала об ассистивных технологиях, об ассистивных устройствах, что можно, например, подобрать ортопедическую обувь, протез после ампутации, что можно какими-то другими способами облегчить жизнь, нормализовать жизнь человека после таких операций. И у меня очень много вопросов было по этому поводу, на которые я никак не могла найти ответы. Ну и, конечно же, меня всегда интересовал вопрос о дальнейшей судьбе моих пациентов. Что как им жить после операции, как им трудоустроиться, как им переобучиться. Например, если человек долгое время работал шофером и у него ампутировали ногу, он, конечно же, не сможет в дальнейшем работать опять по этой профессии. Ему необходимо переобучиться, получить новую профессию и заново начать свой трудовой путь. Поэтому мои пациенты опять же возвращались ко мне с этими же вопросами, и у меня не было для них ответов. И как раз в это время, просто случайно, это был 2004 год, я наткнулась на одно объявление в газете о том, что в рамках проекта ЮНИСЕФ объявляется набор людей с высшим образованием для того, чтобы подготовить первую команду национальную преподавателей по социальной работе. Я тогда совсем не знала, что такое социальная работа, но у меня чутье показывало, что, возможно, именно социальная работа поможет мне найти ответы на мои вопросы, которые очень меня сильно беспокоили. И тогда я подала свои документы и прошла конкурс. Я была выбрана в качестве участника этого проекта, и в то время я как раз-таки познакомилась с Ашуровым Субхон Бургоновичем. На тот момент он был заместителем министра труда и социальной защиты населения и одновременно руководителем этого проекта ЮНИСЕФ. И таким образом я попала в команду, национальную команду.
Нас обучали социальной работе преподаватели Стокгольмского университета из Швеции. Они приезжали в Таджикистан и проводили вот эти обучающие сессии по 2 недели на протяжении 2 лет. Это была магистратура по социальной работе. Я получила диплом магистра по социальной работе. И с тех пор я решила полностью поменять направление своей деятельности. Возможно, это покажется немножко удивительно и странным, но я прекратила свою карьеру в области медицины, несмотря на то, что я была уже кандидатом медицинских наук на тот момент, и полностью посвятила свой профессиональный путь уже социальной работе и реабилитации людей с инвалидностью, с фокусом именно на помощь, реабилитацию людям с инвалидностью. Поэтому я очень довольна своим выбором и ни о чем не жалею. У меня тут сразу родился вопрос. А сложно было Как вообще решились на то? Грубо говоря, хирург – это же высшая лига. Да, да. И бросить все, то есть и за вашими плечами это и практика, столько лет учебы, работы, бросить все и поменять сферу деятельности. Как вы на это решились? На самом деле я положила все для того, чтобы стать врачом именно по специальности хирургия. Я к этому шла с самого детства. Я закончила школу с золотой медалью. Я закончила медицинский университет с красным дипломом. Я закончила клиническую ординатуру с отличием. Я была единственной девушкой в своей группе среди хирургов по мальчиков. И пройти такой путь для меня стоило большого, можно сказать, подвига, самоотдачи. На самом деле я очень любила и люблю свою профессию, свою специальность, ради которой я очень много трудилась. Но в то же время, я же говорю, я не смогла помогать людям так, как мне хотелось. Я могла только лечить. Я не могла проводить реабилитационные мероприятия. Я не могла людям помочь нормализовать свою жизнь после того, как они стали инвалидами. Потому что были такие случаи, что мои пациенты приходили и говорили, что доктор, вы зря спасли мне жизнь, потому что я теперь чувствую себя абсолютно ненужным. Я не нужен ни на работе, я не нужен ни своей семье, ни своим детям. Я не могу элементарные вещи по самообслуживанию. И я не знаю, как мне жить дальше. И я чувствовала, что мне не хватает. Мне не хватает знаний и навыков, с помощью которых я могу людям помогать дальше. Поэтому это был очень сложный выбор, особенно мои родственники не поощряли, потому что они знали, сколько труда я вложила в это. Но, как я уже сказала, я не жалею, потому что тот вклад и ту помощь, которую я могу сейчас оказывать, ни один врач не может оказать. Поэтому это тоже того стоит. Это достойно восхищения. Какие компетенции ключевые должны быть у социальных работников? Здесь нужны для социального работника, главное, это врожденные определенные навыки, сострадание, мягкие навыки, коммуникабельность, это, как мы говорим, сострадание, это основы, так скажем, навыков социального работника. Кроме этого, есть еще профессиональные навыки, которые очень важны, потому что само определение социальная работа – это профессиональная деятельность. Это каждый человек с улицы, он не может оказывать социальную работу. Это профессиональная деятельность. Это человек, профессиональный человек должен оказывать помощь человеку, который находится в трудной жизненной ситуации. Вот так грубо говоря, определение социальной работы. Социальная работа – это такая профессиональная деятельность, которая направлена для вывода человека, находящегося в трудной жизненной ситуации, из этой ситуации. Да? Поэтому это профессиональная работа. Поэтому здесь нужны профессиональные навыки, которые, это долго об этом говорит. Но то, что вы сейчас говорим, то, что мы договорили, первое, которое мы в Минтруде, тогда соцзащиты был при Минтруде, мы организовали этот магистерский курс для того, чтобы подготовить социальных педагогов в области социальной работы, потому что надо было начинать подготовку кадров. Таджикистан в своей конституции возгласил, что является государством, социальным государством. Социальная защита населения является одним из главных направлений государственной политики сейчас в Таджикистане, президента республики, правительства. Но, к большому сожалению, подготовка социальных работников, только, как она говорит, начались с 2000 года. Тогда мы подготовили школу
которые магистерский курс готовили. И тогда среди них потом мы тогда после этого открыли, то есть я имею в виду Минтруд, инициировал открытие кафедры социальной работы при Национальном университете. Это была вначале не кафедра, это была специальность внутри какой-то другой кафедры. Но в конце концов это стало кафедрой социальной работы в Таджикистане. Это единственная кафедра социальной работы в Таджикистане, которая готовит социальных работников уровня академического бакалавра, да, скажем. Это 6-й уровень квалификации, национальный уровень квалификации. Поэтому вопрос достаточно, когда говорим, какие навыки, я сказал, первый, это мягкие навыки, очень важные для социального работника, потому что социальный работник должен, чтобы человека вытащить из трудной жизненной ситуации, человек должен войти сначала в эту ситуацию и вместе с пострадавшим выйти из этой ситуации. Это очень сложная работа. А как, по вашему мнению, социальные работники влияют на развитие общества? Для того, чтобы обосновать вот этот вот тезис, как они влияют, я хочу привести глобальное определение социальной работы. Если позволите, я его зачитаю, чтобы ничего не упустить. Международная школа социальной работы вот такое определение дало. Социальная работа является практической профессией и академической дисциплиной, которая способствует общественным изменениям и развитию, содействует социальной сплоченности и укреплению способностей к самообслуживанию и самостоятельному функционированию людей в обществе. Уже само определение говорит о том, что социальная работа призвана вносить изменения в жизнь как отдельных личностей, так и отдельных групп, сообществ и общества в целом. Принципы социальной справедливости, права человека, уважение многообразия, повышение благополучия являются основополагающими здесь, в социальной работе. Поэтому социальные работники играют очень важную роль в развитии нашего сообщества. В последнее время для того, чтобы сообщества развивались по инклюзивному типу, есть цели устойчивого развития, ЦУРы, да? Это цели ООН. И если мы проведем анализ этих целей, то большая половина этих целей связаны с деятельностью именно социального работника, который должен вносить изменения в жизнь сообщества для развития. Это может быть и экономическое развитие, это может быть и развитие инклюзивности, это может быть и развитие образования, развитие сферы занятости. И все это связано именно с работой социальных работников. И еще очень важный аспект – это защита прав. Многие связывают защиту прав людей именно с юристами, с правоведами, с адвокатами. Но на самом деле пионерами или первоисточниками защиты прав являются социальные работники. Поэтому очень важно в компетенциях, вот вы сейчас тоже упомянули об этом, очень важная компетенция социального работника является знание законов, которые позволяют социальному работнику добиваться прав людей, которых он представляет, которым он помогает справляться с трудной жизненной ситуацией. Ну, я еще много могу сказать о социальной справедливости, о равенстве, да, о многообразии. Эти слова сейчас не очень популярны в нашем современном обществе, хотя они являются основой вообще существования цивилизованного общества, каждого общества. Но никто их с повестки дня не снимал, и социальные работники будут бороться. Давайте посмотрим с другой стороны. Исходя из вашего опыта, как общество относится к социальным работникам? Вопрос достаточно актуальный вопрос. Проблема вот этот имидж социального работника. Да. Имидж социального работника – это уровень признания со стороны общества, эту профессию. Да? Здесь немножко проблем есть, можно сказать, немного, много проблем есть в данном случае. И в этом направлении сейчас вот наша ассоциация работает, и каждый раз будем поднять. Мы это обсуждаем на уровне, региональном уровне между специалистами Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана о поднятии имиджа социального работника. Это достаточно многогранная
проблема, которую его надо решить, без этого мы не обойдемся. Вот сейчас мы говорим о том, что почему молодежь не идет на эту профессию. Да? Когда мы говорим о подготовке социальных работников, подготовка происходит в учебных заведениях, правильно? В учебных заведениях у нас в Таджикистане всего один национальный университет готовит профессиональных работников, как бы сказать, академический бакалавр, говорим, это бакалавр, но только один университет. Сейчас по инициативе Caritas Германия в Таджикистане и различных проектов мы сейчас, и наша ассоциация, мы сейчас пытаемся внедрить некоторые модули социальной работы в Республиканском медицинском колледже, потому что сейчас в последнее время очень нужны для общества не только социальные работники, а медико-социальные работники. Да? Так называется, медико-социальные работники, которые не только могут оказывать социальную работу, могут оказывать еще медицинские каких-то определенных уровней услуги. Да? Поэтому наша ассоциация при поддержке Caritas Германия в Таджикистане, мы ведем такую работу, но все-таки, как мы говорим, имидж, когда мы обсуждаем этот вопрос, потому что в Кыргызстане 6 вузов задействованы в этот процесс и несколько колледжей, которые готовят прикладных бакалавров, это профессиональный колледж, я имею в виду. Вот в Казахстане 12 высших учебных заведений задействованы в Казахстане. Вот, в Узбекистане тоже где-то на уровне 6 вузов вовлечены в этот процесс. В Таджикистане только один вуз. Почему? Потому что, когда мы задаем вопрос, говорят, молодежь мало идет. Вот мы инициировали создание такой профессии и в Худжанском госуниверситете, и в Кулябском госуниверситете, но они как-то не заинтересованы сами учебные заведения, потому что, говорят, туда мало молодежи может идти. Эта проблема есть. Эта проблема, мы изучаем практику наших друзей в Кыргызстане, Казахстане и Узбекистане. Действительно, это факт существует. Но это зависит от того, что, допустим, как государство будет относиться к этой профессии. Вот, допустим, в Узбекистане есть такая институт махалы, да? Махала, в каждой махале, это каждый махалинский комитет, там председатель, не только председатель, там целые социальные работники работают. В последнее время в требования к работе работников махалинского комитета было указано, что человек должен иметь профессию социальной работы. Да? И потом все начали заочно поступать в вузы, чтобы иметь диплом социального работника, чтобы трудоустроиться на такую работу. Да? Поэтому здесь очень важно, чтобы поднять статус социального работника, имидж социального работника, здесь государственная политика должна быть о том, чтобы действительно именно люди, которые имеют диплом социальной работы, могут работать в таких местах. Вот, допустим, у нас есть государственная служба занятости. Да? Работники этой службы тоже социальные работники. Мы, когда говорим о социальной работе, не только с инвалидами, не только с людьми, которые находятся в жизненной ситуации, я имею в виду трудной жизненной ситуации финансового характера или другого характера, допустим, насилия, да, и так далее. Но есть человек безработный, он тоже находится в трудной жизненной ситуации, его надо вывести из этой ситуации, его надо трудоустроить. Трудоустройство тоже один из видов социальной работы. Вот работники государственной службы занятости, там вряд ли кто-нибудь имеет диплом социального работника. Возможно, сейчас постепенно выпускники нашего университета туда идут, но в любом случае это требование, профессиональные требования для занятия какой-нибудь должности, если указывать там, что диплом социального работника надо иметь, это, конечно, поднимет статус имидж социального работника, потому что они знают, где они могут работать и какие услуги они могут оказывать. Поэтому здесь очень многогранный вопрос, с точки зрения государственной поддержки, его статуса, и потом, естественно, конечно, о заработной плате, потому что мы знаем, что это главный показатель, когда молодежь куда-то идет, да, они смотрят, какая заработная плата. Но это отдельный вопрос. Почему мы, когда говорим, можно я одну тему подниму? Да, конечно. Вопрос об формировании рынка социальных услуг. У нас пока что только государственные услуги.
у нас только государственные услуги, оказывается. Частный сектор пока молчит в этом направлении. Частный сектор. В Казахстане очень хорошо развито. Есть люди, которые создают какую-то фирму, определенную фирму, которая оказывает социальные услуги, допустим, престарелым людям. Вот. Есть такие услуги, которые человек, как в садик, утром привозит своего, допустим, отца или мать, родителей в возрасте старого, оставляет там, как садик для взрослых. Этот человек сидит там со своими ровесниками, обсуждает, там играет и кушает. Дома ему скучно, да, допустим. И вечером забирает. Вот такие услуги, да, в Казахстане очень сильно развито. И в Кыргызстане сейчас очень много сейчас развивается именно. У нас закон о социальном обслуживании позволяет оказывать такие платные услуги. То есть, ну, к большому сожалению, в последнее время у нас пока еще вот этот рынок вот, социальных услуг не развит. Если рынок будет формироваться и развиваться, естественно, там потребуется уже специалист. Вот потребность к самому специалисту социальной работы вынуждает, когда человек знает, что есть потребность, и хорошая зарплата, потом молодежь может идти. Ну, да? смотрите, спрос рождает предложение, правильно? Соответственно, у нас же менталитет какой? Никто никогда своих родителей никуда не ведет, потому что скажут люди, что скажут соседи. И неважно, какая у тебя жизненная ситуация. Если дома кто-то есть инвалид, обязанность родных за ним следить. А иначе... Это ваше мнение, оно традиционное, но не учитывает какие-то изменения в обществе. Да? Я понимаю, я именно о традиционном мнении говорю. Проводили опрос в рамках одного проекта Caritas Германия, который не связан с престарелыми людьми. И там люди готовы оплатить за услуги, которые могут оказать для их родителей, допустим, дома, допустим, ассистент, говорят, то есть персональный ассистент, да, персональный ассистент. Они могут нанимать, чтобы приходили люди дома, вот, смотрели за престарелыми родителями. Или человек хочет в семье куда-нибудь отдыхать, поехать, но у него старые родители, они не могут его негде оставлять. Да? Они готовы оплатить такие услуги, которые месяц где-нибудь оставляют, там хорошо обслуживают за деньги, и они могут поехать. Это есть, если есть такие изменения, есть в мнении общества, но его надо начинать с чего-то. Вот сейчас мы последний, вот один проект, как раз вот это финансирует правительство Германии, Caritas Германия вот, реализует этот проект, это региональный азиатский проект по поддержке престарелых людей. Сейчас в рамках этого проекта мы вот делегации из Таджикистана в прошлом году, у меня сейчас координирует этот проект, поехали в Сеул, Южной Корее. Там действительно очень сильно развиты социальные услуги, очень сильно развиты социальные услуги. И действительно сейчас мы быстро хотели вот преподнести в государственные нормы, чтобы хотя бы если 200 домохозяйств находятся в каком-то микрорайоне, обязательно там должно быть требование, что в этом комплексе должно быть многофункциональный социальный центр. Будет создано. Чтобы вот человек создает какой-то комплекс, да, жилой комплекс, 200, там один многофункциональный социальный центр для пожилых людей должно быть. Как раньше у нас Чайхана была, да, вот Чайхана, сейчас Чайхана институт ликвидирован фактически. Да? Вот такой вот центр, который там могут заниматься, прийти гимнастикой, заниматься, там есть, вот, допустим, определенное время часы, вот тренер из центра передает гимнастические какие-то упражнения, Центр и там досуга. прямо в телевидении смотрят старые люди и повторяют эту гимнастику. Да, вот это. То есть вот такие центры, это пример. Поэтому мы сейчас вот эта программа, государственная программа по социальной поддержке престарелых людей в Таджикистане сейчас разрабатывается по инициативе как раз вот Caritas Германия, и это мы один раз его разработали, из правительства вернули доработать, сейчас это вопрос дорабатывать. Я думаю, что постепенно общество Таджикистана к этому будет идти, потому что другого выхода у нас нету. Это о том, чтобы развить систему социальной защиты не только, допустим, инвалидов, детей или людей, которые находятся в тяжелой жизненной ситуации, а
престарелых людей тоже это очень важно, потому что это люди тоже члены общества после выхода на пенсию, они обычно остаются невостребованными. Реализация таких мер предусмотрена даже национальной стратегией развития Республики Таджикистан. И в этом направлении Министерство здравоохранения и социальной защиты населения нашей республики напряженно работает в этом направлении. А что нужно изменить или усилить в образовании социальных работников? У нас не так много вузов по подготовке социальных работников. И на данный момент подготовка у нас ведется на 2 уровнях. Это уровень среднепрофессионального образования на базе Республиканского медицинского колледжа и высший уровень образования. Это Таджикский национальный университет. Там готовят и бакалавров, и магистров, и PhD. А также у нас есть частный медико-социальный институт, который готовит социальных работников для системы здравоохранения. Но, как уже сказал Супон Бургонович, национальная рамка квалификации подразумевает 9 уровней специалистов по каждой профессии. Первое, что нам нужно сделать, изменить в подготовке кадров, это обеспечить подготовку всех уровней квалификации профессии социального работника, начиная от навыков, базовых навыков, до PhD, доктор наук и так далее. Это требования нашего законодательства. Следующий аспект – это практическая направленность обучения. Наши вузы готовят социальных работников, но они в основном дают теоретическую подготовку. Конечно, вы можете сказать, что у них есть практика. Студенты должны проходить практическую подготовку, но, как правило, эта практическая подготовка, она проводится в летнее время, и чаще всего студенты, они проходят практику на базе каких-нибудь социальных служб, агентств, Министерства здравоохранения или, например, хукуматов города или районов, где они в основном работают с документами, например, с адресной социальной помощью, с пенсиями, с какими-то льготами, да? Но с людьми они мало сталкиваются. Но, как я уже сказала, что социальная работа – это практическая специальность, она связана с работой с живыми людьми. И вот эти практические навыки работы с семьями, с детьми, с другими уязвимыми категориями необходимо усилить. Я бы даже сказала, что 50% учебной программы должны состоять из практических занятий и практики на базе каких-нибудь социальных учреждений. Это обязательно. Или это проектов. Международная практика. Так же, как и, например, врач. Например, если мы готовим врачей, то никому и в голову не приходит готовить врача, например, только в аудитории. Да? Кафедры находятся на базе клиник, и все студенты проходят практику обязательную, потому что эта профессия связана с людьми. Также и педагоги. Они проходят практику в школах или в детских садах. Но почему-то, когда дело касается социальной работы, то есть такое мнение, что социального работника можно подготовить только давая ему теоретические знания в аудитории. Вот здесь нам необходимо поработать с вузами для того, чтобы усилить практический компонент. Кроме того, современная социальная работа идет, конечно же, в ногу со временем. И мы знаем, что 21 век – это век цифровизации, информационных технологий. И социальному работнику необходимы эти навыки работы с базой данных, с обширной информацией, клиентской базой данных, информацией, связанной с клиентами. Поэтому им необходимы компьютерные навыки, работа с базой данных. Кроме того, например, социальный работник должен помочь восстановить потерянные связи. Если, например, речь идет о ребенке, который помещен в дом ребенка или в детский дом, или это пожилой человек, который находится в доме престарелых, задачей социального работника является восстановить его потерянные социальные связи. И в этом случае необходимо социальным работникам пользоваться цифровыми платформами, дистанционными платформами, чтобы вот эту связь восстанавливать, чтобы социальный работник мог консультировать на дистанции
Если у него пациент находится далеко от него, чтобы он все время мог быть на связи. А кроме того, например, вот эти социальные сети, мессенджеры, WhatsApp, другие, да, вот эти социальные платформы, которые помогают социальному работнику быть постоянно на связи и вовремя помогать. Вот здесь вот нам нужно, возможно, настало то время, когда нам необходимо пересмотреть подготовку специалистов с учетом необходимых компетенций, которые диктует современный мир или требования к профессии. Поэтому вот сейчас обучение или образование на основе необходимых компетенций является таким трендом во всем мире. И в том числе и в Таджикистане, благодаря усилиям Национальной ассоциации школ социальной работы, мы должны внедрить этот подход. По-другому никак. Мы знаем, что в наших почти всех документах, государственных стратегических документах говорится о низком качестве профессионального образования в Таджикистане. Что это означает? Это означает, что вузы, учебные заведения готовят кадров, но они не отвечают потребностям работодателя. Это качество образования. То есть мы его обучаем, кадра, он с дипломом, с отличием заканчивает, но приходит, когда на работу, работодатель говорит, что твои навыки уже устаревшие. Сейчас технология новая пошла, новые технологии пошли производственные, технологии оказания услуг, здесь нужны другие оборудования, другие, а здесь нужны другие навыки и так далее. То есть вот это несоответствие результата вот, профессионального образования к потребностям работодателя очень актуальная тема. Вот недавно, вот под моим руководством мы, я имею в виду методологическим руководством, потому что здесь исследование, опрос был проведен Новосибирским институтом труда, миграции и занятости населения. Мы опросили тысяч работодателей в области промышленности, строительства, туризма. Больше 5% нет работодателей, которые бы сказали, хорошие навыки имеют знания, выпускники учебных заведений. Больше 5% нет. Все говорят, что нехороший уровень квалификации, уровень знаний. Это проблема. Это проблема. И долгие годы мы так шли. Долгие годы мы шли. Учебные заведения сами себе готовят, работодатели сами себе готовят кадров. Это может быть болезнь того, что у нас избыток рабочей силы, то есть у нас рабочей силы много, поэтому, потому что практика других европейских государств показывает, что работодатель никогда не позволит, чтобы у него нехватка рабочих кадров была. Потому что это, вот наш опрос тоже показал, что почти 50% работодателей говорят, что от нехватки нужных им знаний и навыков у выпускников их бизнес страдает. Они об этом признают, но не идут к контакту, к учебным заведениям. Это вопрос точно, да. Поэтому для социальной работы то же самое. Для социальной работы, для того, чтобы, как Меда сказала, чтобы выпускники образовательных учреждений имели именно те знания, навыки, которые востребованы для учреждений социальных услуг, да? Именно вот этот контакт между учебным заведением и вот представителем работодателей. Сейчас вот как раз только в 2021 году у нас принят закон о подготовке специалистов с учетом потребностей рынка труда. Только в 2021 году. До 2021 года мы, учебные заведения сами по себе, но они каким-то образом пытались устанавливать связь с работодателем. Но они обычно имели формальный характер и так далее. Поэтому это очень важно, как она говорит сейчас. Мы пытаемся внедрить, я имею в виду ассоциация, наша ассоциация внедрит, основанные на компетенцию образования. То есть образование, основанное на компетенцию. Это очень важный момент, потому что это как раз закон о том, вот закон о подготовке специалистов с учетом потребностей рынка труда, требует, чтобы учебный процесс был организован на основе стандарта компетенции. Каждая должность, каждая специальность должен иметь стандарт компетенции. На основе стандарта компетенции разрабатывается образовательная программа, и образовательная программа в результате дает именно ту компетенцию, которую
был формирован работодателем. Поэтому сейчас наша ассоциация пытается внедрить этот подход для системы подготовки социальных работников. А как участие в международных проектах, таких как этот, способствует профессиональному развитию социальных работников? То, что мы говорим, каждый проект, донорский проект в различных областях, они пытаются внедрить какой-то передовой опыт работы европейских и других стран, азиатских, именно для Таджикистана. Вот как я уже сказал, проект, который УМЕДА координирует Каритас Германии в Таджикистане, это азиатская программа поддержки престарелых людей. Именно пытается разработать такую форму социальных услуг для престарелых, которые востребованы в обществе Таджикистана и учитывают определенные навыки других передовых институтов других стран и так далее. Поэтому я думаю, что если мы будем хорошо использовать каждый донорский проект международных организаций, это будет для нас очень полезно. Поэтому каждый проект международной организации это реализуется с согласием правительства. Без согласия правительства ни один проект не реализуется. Поэтому, раз правительство хочет, чтобы именно этот проект был реализован, там есть действительно передовой опыт других стран, которые мы должны его внедрить в Таджикистане. Это очень важный момент. Я думаю, что очень существенно влияет процесс развития определенного сектора, каждый из проектов международных. Вы говорили, когда ранее задал вопрос про компетенции социальных работников, какие важны, вы сказали, самое первое – это мягкость. Насколько охватывается тема выгорания и эмоциональной устойчивости в образовательных учреждениях? Ведь когда ты мягкий, когда ты сострадание имеешь, то ты на себя перенимаешь всю эту боль, правильно? И как не выгореть? И готовят ли к этому социальных работников? Хочу немножко еще добавить роль вот этих проектов. Сейчас в данный момент мы еще реализуем проект, который финансируется ЮНИСЕФ и Европейским Союзом. Это по повышению потенциала социальных работников в области профилактики профессионального выгорания. Вот как раз-таки проекты действительно способствуют повышению потенциала. И эта проблема откуда возникла? Вообще проблема профессионального выгорания, она была всегда. И это связано с тем, что профессия социального работника, так же, как и профессия врача, педагога, юриста, она связана с системой человек-человек. Когда тебе необходимо взаимодействовать с человеком. И эти взаимодействия у социального работника сопряжены с какими-то трудными жизненными ситуациями, с проблемами. Если у человека все хорошо, ему социальный работник, в общем, не нужен. Поэтому вот эти трудные жизненные ситуации, проблемы, которыми приходится сталкиваться, они иногда бывают настолько шокирующими, настолько тяжелыми, что выйти из этого замкнутого круга даже самому социальному работнику бывает очень трудно. Данный проект, который мы сейчас реализуем вместе с ЮНИСЕФ, он направлен на поддержку тех социальных работников, которые работают по реинтеграции и реабилитации семей. Это женщины и дети, которых вернуло наше правительство из зон боевых действий. Это Сирия, Ирак, Афганистан. И мы знаем, что эти семьи, они имеют права, эти семьи имеют детей и права, конечно, которые связаны с реализацией прав ребенка. И на данный момент таких семей у нас более 400 по всему Таджикистану. И именно социальные работники занимаются реинтеграцией и реабилитацией этих семей. Проблемы у них очень серьезные, у этих семей. Это связано и с потерей документов, и отсутствием гражданства Республики Таджикистан, и отсутствием знания языка, даже таджикского языка, потому что дети, рожденные в лагерях, они владеют, например, арабским языком, в Сирии родились. Это еще проблема такая, что женщины, которые в свое время покинули нашу страну, они имели незаконченное образование или не имели аттестата.
И поэтому процесс трудоустройства сейчас тоже сталкивается с большими проблемами. Это целый клубок проблем, с которыми сталкивается социальный работник. И мы увидели эту проблему выгорания больше всего именно у этих социальных работников. Поэтому наш проект, он был направлен на повышение устойчивости социальных работников к выгоранию. И мы применили несколько методов в своей практике в работе с этими социальными работниками для того, чтобы они боролись с выгоранием. Потому что выгорание – это один из видов стресса. И он включает в себя не только эмоциональное выгорание, но и физическое истощение, когда человек может даже подвергнуться каким-то заболеваниям на основе вот этого стресса, который он имеет. Если вовремя человеку не помочь, он может просто выйти из профессии, что чаще всего бывает, это уход из профессии, это низкое качество предоставляемых услуг. Иногда бывает ожесточение по сравнению к своим клиентам, обесценивание их переживаний и эмоций, и проблем, потому что невозможно все время находиться в таком стрессе. И, как вы сказали, человек, который предоставляет помощь, должен обладать эмпатией, состраданием. Это все, конечно, верно, но это не может длиться без конца. Человек же не робот. Он рано или поздно может сорваться. И он может, как говорится, уйти в такую сферу, где может даже навредить семьям. Поэтому мы несколько стратегий применяли, и мы считаем, что эта проблема выгорания на данный момент стоит очень остро в нашей сфере. И необходимо усилить навыки социальных работников и в этом направлении тоже. И необходимо эту стратегию включать в учебные программы, также в работу социальных служб, в работу руководителей, менеджеров среднего звена в социальных службах, чтобы они знали, что это такое, чтобы они могли вовремя распознавать эти симптомы профессионального выгорания, чтобы они могли предоставлять помощь социальным работникам для того, чтобы у них не было вот этого выгорания и в конечном итоге уход специалиста, потому что для подготовки одного социального работника тоже необходимо определенное время. И мы не хотим терять наших сотрудников, потому что они каждый на вес золота. А у вас у самой были такие моменты, когда вы выгорали и хотели просто бросить все и вернуться обратно в хирургию? Если честно, да, были такие моменты. Очень чувствительные, знаете, моменты, когда связаны с детьми и с пожилыми людьми. Потому что и дети, и пожилые люди, они, в общем-то, беззащитны и беспомощны. И когда ты видишь нарушение прав пожилых людей, беспомощных, да, которые остались одинокими, немощными, и детей, которые помещены в детские дома, в интернаты, и ты видишь, с какими проблемами они сталкиваются, и иногда система сопротивляется, она не дает выхода из этих учреждений. Например, я могу с уверенностью сказать, что вот эта система интернатных учреждений в Таджикистане, особенно для пожилых людей, это билет в один конец. Оттуда обратной дороги нет. Человек, попав туда, он заканчивает жизнь там. И когда видишь лица этих людей, насколько они переживают и страдают, и ты мало что можешь сделать, как социальный работник, в таких случаях, конечно, опускаются руки. В таких случаях хочется уйти из профессии, думая, что ты не в состоянии ничего изменить. Но при этом, конечно, это еще и связано с профессионализмом. Если социальный работник постоянно работает над собой, он все время ищет новые стратегии, новые пути вмешательства, то в этом случае это один из способов не выгореть. Можно поподробнее? Какие именно ваши личные стратегии или привычки помогают вам сохранять эмоциональное равновесие? Может быть, для кого-то сейчас, кто послушает, посмотрит, возьмет себе на заметку.
Прежде всего, от чего происходит это? Иногда работы слишком много, и все они очень важные, да? Все клиенты важные. Мы не можем среди них выбрать, например, более приоритетных, потому что каждый из семей, с которыми работает социальный работник, имеет приоритет. Но для того, чтобы справляться с этим потоком проблем и сложностей, необходимо четко планировать свой рабочий день. Тайм-менеджмент. Навыки тайм-менеджмента очень важны для социального работника. Четко распланировать так, чтобы на всех хватило времени. Следующая стратегия для меня лично – это баланс, соблюдение баланса между работой и личной жизнью. К сожалению, наши социальные работники, некоторые думают, что раз они социальные работники, то они 24 часа должны помогать, что у них нет своей личной жизни, что они в любое время суток должны быть доступны. Это не так. Социальный работник имеет тоже 8-часовой рабочий день. И у него должно быть время на личную жизнь, на семью, на развлечения, на какие-то хобби, да, какие-то свои личные интересы. Поэтому здесь тоже очень важно соблюдать этот баланс. Мы, например, научили наших социальных работников в рамках тренингов, которые проводили, вот этот баланс соблюдать. Есть такая методика «Колесо жизненного баланса», где учитываются все аспекты жизни человека, и там каждый специалист должен сам для себя определить процентное соотношение баланса. И это колесо, оно должно быть равномерное. Если мы видим, что где-то западает, а где-то наоборот чересчур, это очень наглядно показывает, где у нас имеются перегибы. И это тоже очень хорошее упражнение, это помогает людям сбалансировать свою жизнь, потому что невозможно все время находиться в работе. Еще одна стратегия – это стратегия релаксирующего дыхания. В этом нам помогли наши психологи, коллеги, которые научили нас справляться с гневом, стрессом и вот эти дыхательные упражнения делать. Это тоже я применяю. Но, если честно, я больше всего для себя, мне, например, помогает музыка. Я, если чувствую, что я очень устала, и мне очень в эмоциональном отношении трудно, я слушаю классическую музыку, релаксирующую. Если у меня, наоборот, гнев и, например, что-то такое, негодование, то я, наоборот, веселую музыку слушаю. Иногда танцы, очень интенсивные танцы тоже позволяют выплеснуть излишек энергии, эмоций. Это тоже очень хорошо помогает. Ну и, конечно же, семья. Это прежде всего семья, дети, внуки, родственники. Больше уделяю им времени. И если, например, планировала кого-то посетить и никак не могла это сделать, то бросаю все и иду посещаю, например, свою тетю, родителей, потому что это тоже очень важный аспект жизни. Мы, социальные работники, если не в состоянии помочь своим близким и самим себе, то как же мы можем помочь другим? А какие трудности стоят перед молодыми специалистами после выпуска? Вы-то сейчас уже матеры, можно сказать, уже прошли все эти этапы. А сейчас у молодых с какими трудностями они могут столкнуться? Выпускников учебных заведений по любой специальности, это первые, это трудности, это адаптация к процессу трудовой деятельности. Как Гумеде сказала, к большому сожалению, у нас учебный процесс очень мало содержит практических обучений, да, поэтому человек, приходя на конкретное рабочее место, он определенно, этот процесс очень сложный процесс. Обычно есть такая практика, более опытные работники назначаются им как наставников. Да? Вот эта практика очень важна для социальной работы тоже, потому что человек, молодой специалист, после окончания не чувствовал себя каким-то ущемленным или не чувствовал себя, так скажем, что он плохо знает. Поэтому вот, институт наставничества это очень важно вот в этом процессе. Я просто, вот когда мы говорим, я хочу немножко расширить эту тему, когда мы говорим о социальной работе, да, мы вот умеем говорить, это работа с инвалидами, работа с престарелыми, работа с людьми, которые в целом, это
которые оказались в трудной жизненной ситуации. Такое определение. Поэтому его шире надо смотреть. Мы всегда смотрим вот те, которые именно вот, социально пострадавшие, это бедные люди. Есть в хукуматах отдел социальной защиты. Да? Вот они должны быть социальными работниками. Это сам спрашивает, у них есть диплом социальной работы? Вопрос. Люди, которые помогают трудоустройству, это службы занятости. Они должны быть социальными работниками. У них есть диплом социальной работы? Вопрос. Есть в местных органах власти есть отдел по делам женщин и детей. Они должны быть социальными работниками. Вопрос, имеется ли у них диплом или навыки хотя бы социальной работы? Вопрос. Есть у нас в местных органах власти отдел по делам молодежи. Среди молодежи тоже очень много проблем, связанных с наркотиками, связанных с каким-то девиантным поведением, говорят, то есть противозаконные какие-то, да. Очень много проблем среди молодежи, но они являются ли социальными работниками? Вопрос. Поэтому, когда мы говорим, я вот сейчас в последнее время, вот я знаю, что Министерство здравоохранения и социальной защиты населения в этом направлении работает, чтобы социальные услуги, это очень широкие сферы социальные услуги. И, к вашему сожалению, курируются различные министерства, допустим, трудоустройство, Минтруд, комитет по делам женщин и семьи, это комитет отдельно есть, комитет по делам молодежи отдельно есть. Это какое-то должно быть все-таки, я думаю, что именно, как мы говорим, требования к трудоустройству, вот при трудоустройстве, имение хотя бы навыков или хотя бы подтверждающие документы, навыки, вот бы социальной работы, это бы очень сильно бы повлияло и на качество государственных услуг. Потому что мы знаем, что социальная работа, социальные услуги, они могут быть результативными, когда есть профессионализм социальной работы. То есть уровень профессионализма всегда обеспечивает уровень качества социальной услуги. Поэтому в этом направлении наша ассоциация работает. Мы всегда говорим, что чтобы обеспечить достаточно высокий уровень социальной работы, социальных услуг, надо, чтобы социальные работники имели достаточный уровень квалификации и профессионализма. А какие международные практики вы используете в обучении? Вот сейчас мы говорим, вот то, что вот Умеда сказала, я начал это обучение, основанное на компетенции. Да? Это очень сейчас тренд, это вопрос вот, в прошлом году в Ташкентском форуме по социальной защите населения, в прошлом году, да, декабрьской? В прошлом декабрьской сессии. И специально одна сессия была посвящена этому вопросу. То есть подготовка социальных работников, то есть обучение, образование на основе компетенции. Как я сказал, это очень важный подход, который наше законодательство, как я уже сказал, позволяет его внедрить. Как сказал, закон был принят о подготовке специалистов с учетом потребностей рынка труда. Потом, в соответствии с постановлением правительства, о разработке и утверждении этих компетенций, стандартов компетенций, это очень результативный подход, практика, исходящих из других зарубежных стран, которые его внедрили. Это обеспечивает качество подготовки кадров. А качество подготовки кадров, естественно, приводит к качеству услуг. Ну, я хотел бы подытожить таким вопросом. О чем вы мечтаете, как педагоги и наставники? Я, может, начну. Я, как теоретик, скажем, я хочу, чтобы мы все вместе, и государство, и общество, работали в направлении повышения имиджа социальной работы. Для этого надо вести соответствующую, как я уже сказал, работу среди молодежи. И, во-первых, как я сказал, что нам надо внести требования для работников, которые работают в государственных службах, оказывают государственные услуги, чтобы они имели квалификацию социальных работников. Это очень важно.
И потом дальше уже вести работу среди молодежи, чтобы они больше были, чтобы они больше выбрали для себя эту профессию, потому что эта профессия очень гуманная профессия. И я думаю, что моя мечта, чтобы в дальнейшем социальные работники были уважаемыми в обществе, с большим почетом, и чтобы молодежь выбирала эту профессию. Ну, а я мечтаю, чтобы в каждом регионе Таджикистана был вуз, где готовятся профессиональные социальные работники. Чтобы социальные работники готовились на разных уровнях квалификации, начиная от самых простых, и чтобы у нас были доктора, профессора по социальной работе. И чтобы студенты наши, которые заканчивают вуз, могли найти работу по специальности. Парадокс заключается в том, что несмотря на то, что у нас имеется дефицит кадров, выпускники иногда не могут найти работу по профессии, вынуждены по другим специальностям работать, чтобы все были востребованы на рынке труда. И я еще мечтаю, чтобы наши государственные органы, руководители департаментов или органов власти обязательно имели образование по социальной работе. Если мы себя провозглашаем социальным государством, то мы должны знать основы социальной работы, чтобы работать на благо общества, на благополучие каждого человека, чтобы в нашем обществе каждый человек, независимо от его способностей, независимо от пола, возраста, мог реализовать свой потенциал, свои права и так далее. Вот это моя мечта, чтобы наши руководители тоже были социальными работниками. Спасибо. Этот подкаст реализован филиалом Ассоциации Caritas Германия в Таджикистане в рамках проекта повышения квалификации социальных работников по профилактике профессионального выгорания, вовлечению сообщества и созданию механизмов координации на уровне сообщества для поддержки уязвимых детей при финансовой поддержке Европейского Союза и ЮНИСЕФ Таджикистан. До встречи.